Вот сегодня с собакой мы разминулись, а он без ошейника. Пока не догоняет. Ошейник не взял, так как знал, что снег не держит его и далеко не пойдет. Но с ошейником он, как бы ты знаешь, в какой стороне хоть. Вот. Фу. Здесь место, о, блин. Хорошо, что я убрал отсюда капканы в этом сезоне. Все. Сырое место, вон, смотрите. Такой ельник. Ну, надеялся, что здесь куницы бегают. Они-то есть, но не в этом сезоне. И несколько лет я тут охотился. Ну, новую тропинку здесь делал. Ни одной не попалось. Потом, думаю, надо убрать. Просто без снега тут ходить тяжело. Неприятно. Тяжело это фиг с ним. Тяжело это охотник. Всегда охотнику нелегко. Всегда у него трудности в пути, когда он ходит. Но смысла я не вижу здесь держать капкан, если ничего не попадает. Здесь просто не ходит зверек. Вот тут стоял тоже капкан. Вот здесь отсюда тоже забрал. В новых местах поставим в будущем сезоне. В ноябре или в декабре. Наверное, в декабре все-таки. В ноябре еще тепло. Погода неустойчивая, то дождь, то оттепель. А в декабре уже, когда устаканится погода, тогда уже будем ставить. Посмотрим. Ставить-то легко, но был бы толк. Нету зверей. Не на кого охотиться. Хотя сейчас куница в цене. У нас до 6000 цены поднимали. Это, считай, если 10 куниц поймал, 60 тысяч. Хороший заработок. Неплохой. Но оттуда, скажем, вычтешь расход топлива, время, провизию, и все равно ты в плюсе остаешься. Если есть пушнина. Если нету, то ну вот, сезон прошел. Путевки, лицензии я так и не закрыл. Брал, наверное, штук 5. 5, наверное. 5 куниц, наверное, брал. 60 рублей у нас пушнина, лицензия. Ну, ничего не закрыл. В этом сезоне, в этом году не закрыл ни одной лицензии на глухаря, ни одной лицензии на косача, ни одной лицензии на зайцев в лесу. Как бы волк еще, охота открыта. Посмотрим, может еще схожу с ружьем куда-то. В общем, что я не брал в этом сезоне, все в минусе я. Ничего не закрыл. Не закрыл из-за того, что ничего не было. За сезон охоты, наверное, удалось только мне осенью добыть. Наверное, с десяток и не набралось. Здесь очередной капкан стоял. Наверное, с десяток не набралось. Бля. Этого рябчика. Представляете? 10 рябчиков даже не удалось добыть. Да, здесь где-то еще осталось полкилометра мне. Буду идти так впустую. Потом уже в сторону отойду от своей лыжни. Ну здесь хреново, ребят, идти и снимать. Вон такая чаща.
пока выключаюсь. Но время от времени включаю, чтобы веселее идешь, болтаешь. Вот так вот идет за тобой такая паутина. Вон, чаще какая. Но куница любит такие места, конечно. Сыроватые вот такие, возле ручья он живет. Болотистых мест. Не знаю, когда-то это будет, но думаю нет. Вот у меня такой прогноз, что в этом году еще хуже будет. Нет, птица не вернется. Это мой прогноз такой. Есть причина на это, что птица не возвращается, но это я озвучивать не стану, нельзя. Но в принципе я догадываюсь, от чего все это исчезло, ушло. Ой, как я догадываюсь, ребят. Да. И не надо надеяться, что, как мне у нас мужик уж говорит, весной придут на ток, там, токовать придут они, прилетят. Вряд ли. Вот за 3 дня одного рябчика только видел. Сперва услышал, потом видел, он в кадр тоже попал. Больше не будет. Хорошо будет, если я ошибаюсь. Что вот, скажем, я вот сказал, что птицы не будет, и осенью их будет очень много. Вряд ли. Ладно, надо идти дальше. Потом, как найду чагу, включусь. Тут точно ничего пока нету. Здесь уже я обшарил все. Так. Перекур, ребят. Короче, немножко пособирал вот такие мелкие чаги. Не крупные, но хорошие. С берестой только вот очень много. Дома почищу. Где-то грамм 700, наверное, получилось. Сейчас следы лоща покажу вам. Лощи прошли. В какую сторону там, как определить это след, в какую сторону идет лось. Сейчас я вам покажу. Это пригодится для некоторых охотников, но которые еще не знают, не понимают в этом. Очень трудно определить след, в какую сторону идет, когда вот, скажем, в одну сторону ходили и в другую сторону ходили. Вот это очень сложно, как сказать, определить. А если в одну сторону идут, то это ерунда. Это сейчас покажу вам. Тулан меня не догнал. Вон там, за этим валежником следы. Сейчас уже я прилично далеко прошел. Вообще пустота, тишина. Одного рябчика, между прочим, видел. Одного рябчика. Прошел 2 километра 280 метров. Да. 1:21 уже иду. 2 километра 280 метров. И, скажем, вот здесь в холостую, наверное, примерно 1,5 километра прошел. Вообще ноль. И ельник такой с березами, но чаги нету. Там пустырь. Вон там, видите, сосновый лес там начинается. А здесь вот пустырь вот тут. И здесь тоже вот пустырь. А здесь полоса леса идет. Вот здесь они вот прошли, лоси. Вот. Они тоже вот не стараются по пустырям ходить, а вот именно вот где ельник, где густая тайга, вот там и переход делают. Не думайте, вот многие там думают и пишут также, что вот лес вырубают, там выйдет там, как сказать, под сад, там лоси будут жить. Да ни хрена. Они будут жить, знаете, где тайга, очень густая тайга, и в этой тайге есть рябинник. Вот там и они живут, кормятся и просто лежат.
они безопасности. А на вырубках они, ну, может, там ночью, может, там выйдут, а чтобы радоваться этим вырубкам, ну, никакой радости я лично не вижу. Радоваться не стоит. Когда еще восстановится этот лес, когда это будет. Вот. Ладно, сейчас загружаюсь и дальше в путь. Ну вот следы. Пожалуйста. Припорошила уже нормально так. Лоси идут спокойно. Вот видите, припорошила как. Спрашивается, в какую сторону лось прошел? В эту сторону или вон туда? Вот загадка. А вы берете вот этот топор и начинаете проверять. Видите, след копыта уже не видно, там все под снегом. И начинаете проверять. Воткнулась. Не втыкается. Представляете? Очень жестко все. Здесь он тыкается. Вот. И это говорит о том, что, ребят, лоси идут вон оттуда. Тык-тык-тык. Вон туда идут. Почему? Как это определить? Вот смотрите. Вот лось наступает. Наступил. И он шаг делает вот так. Ногу вытаскивает и дальше шагает. Вот. Видите, какой след получился? Вот. Эта сторона как бы чуть-чуть примерзнет. А эту сторону лось придавил так. Вот так придавил снег. И он жестко замерзнет. Это говорит о том, что лось идет туда, в ту сторону. Здесь, в этом случае, лоси здесь не один и не два, а минимум 3 штуки. 3 штуки здесь идут. Вот так. Не только, скажем, вот определить, в какую сторону, но и можно определить, сколько примерно лосей идут. Вот такие дела. Несмотря на то, что вот этот след старый, может где-то и они с полкилометра пройдешь, и они просто там могут кормиться и лежать. В глубокий, когда очень много снега, они далеко не ходят, если их не дергают. Скажем, охотник, например, наткается на них, они выскочат и убегут. Или же волки их могут поднять. Или же еще по какой-то причине. Просто они время от времени перед пургой они меняют место. Как бы вот кормовая база как бы, ну, заканчивается. И они, скажем, километров 10 будут шуровать на другое место. Там начнут жить в другом месте. А перед пургой, а пурга их следы просто закроет. Вот. Ну, примерно вот так. Некоторые моменты я вам рассказал для новичков. Кто охотится на лосей, их учить не надо. Вот. Ладно, идем дальше. Тулан, наверное, не догонит. Он потерял меня, видать. По своим следам где-то прошел, наверное, на бураницу, может, вышел. В избушке встретимся, если что. Ладно, еще вот схожу вон туда и буду возвращаться. Здесь тяги нету. Здесь тяги совсем нет. Тук-тук. Время от времени следы лосей попадают. Один до Нового года я вам показывал. Получается, или в январе это уже было, когда с Туланом шли. Там горячий след был. Вот прям горячий, они рядом были. Совсем близко. Еще бы час-два я шел бы, я бы их
просто пугнул или увидели бы, или еще какой. Но там горячий след был. Там они спокойно ходили тоже. Но, к сожалению, у меня нет лицензии и даже не хочу об этом думать, об охоте. Так что будет лицензия, будет охота. Красивая охота на лося, но, к сожалению, их нет. А без лицензии что-то вообще не хочется. 500 тысяч и выше. С конфискацией оружия и техники и всего. Так что перед тем, как прицелиться в лося, надо подумать 100 раз. Ладно. Рано или поздно лицензия будет и охота будет. С туланом. Тулан красивую охоту вам еще может показать. Была бы лицензия. Ну-ка, подумайте, что это может быть. Вот. Что за зачесы такие интересные. Именно на соснах. Каждая сосна с такими зачесами. Вот. А это, ребят, гнали смолу. Представляете? У нас в селе мы же точили 5 человек, кто этим занимался. Именно вот гнали смолу. Сейчас с одним человеком тоже, у кого отец этим занимался, говорит, самый большой объем он давал. И поговорили тоже, говорю, как это все дело делается. Процесс такой, что, я думал, все сразу вот такие зачесы делают. Вот. А это, оказывается, вот одно середину делают. Тут такой вот, как воронка, вставляют железную. Вот. Еще вот видно. Вот. Прибивают туда воронку. И там эта воронка, в эту воронку течет смола. Смола течет. И вот эти пазы вот эти, обрабатывают тоже кислотой, чтобы вот, аккумулятор разрядился, как всегда. В общем, кислотой обрабатывают, чтобы вот смолой, не отвердевала, а вот именно постоянно текла. И самое главное, вот сперва 1-2 паза таких сделают, и все. Потом перестает течь, потом снова там добавляют. И каждая проверка добавляют вот такие вот полоски. Вот. Дерево высохло, сушиной стало. Но от этого не погибает дерево. Вот, пожалуйста, вот. Кора отошла. Вон, смотрите, кора отходит, понятное дело. А вот вторая часть древесины, она не гнилая. И дерево живое. Вот, пожалуйста, третье дерево вот подряд. Вот тут стояла воронка. Вот здесь. Прямо под деревьями бывают воронки, куча, остатки. Как-нибудь другой раз покажу, если найду где-то. И вот такие пазы. Вот, сделано. Дерево живое. Дерево живое. Вот. Если елку так поранить, он сгниет. А сосна, береза, она неубываема. Не, как сказать, вот то, что вот пишут, от сбора чаги там может дерево погибнуть. Да никогда он не погибнет, никогда. И от того, что вот березовый сок гонят, сверлом там сверлят, потом обрабатывают, что-то там какие-то чопики ставить. Нафига это делают, я не знаю. Это никакой роли не играет. От этого береза никогда в жизни не погибнет. Вот, смотрите, пни. Это ельник. Вот там это, что видно, это елки. Елки, да, действительно, она самая нежная из древесины, наверное. Вот такой зачес, все, он погибнет сразу. Просто не выдерживает. Любой вот такой вот бывает царапины на елках.
дерево, скажем, свалится, заденет эту елку, кора отойдет, и все, это дерево начинает гнить. А береза нет. Не надо писать такие комментарии, что вот береза погибает, что вот блять, ну просто не хотят меня слышать. Самое страшное это вырубки, которые вот, блядь, просто масштабы такие, что вот сейчас начали уже вот такую древесину, вот такую древесину, все просто подчистую, вот такие деревья, вот просто все подчистую начали пилить, валить, вывозить. Вот это да, это ущерб, конечно, природы, очень глобальные масштабы такие, блин. А то, что вот гнали смолу, это смолой канифоль делали. Канифоль делают, и вы, когда вы что-нибудь припой, пайкой работаете, это все от этого дерева идет. Канифоль это смола от сосны. Вот. Ну, я про эти, как сказать, смологонные деревья уже в своих фильмах показывал, но подписчики постоянно прибавляются, кто-то уходит, кто-то новый. И думаю, некоторым интересно вот такое вот увидеть. Думаю. Это кора. Еще дерево это простоит. Хрен пойми сколько лет. Ничего с ним не случится. Хорошечный прям. Да, наконец-то дерево живое. О, хороший. Ну вот, больше нет. Больше тут вообще я хотел осенью, где-то вон там я проходил за этим сосновым лесом. Тут старится уже. И там проходил. А здесь, думаю, зимой пройду. Вот это сейчас время пришло, я здесь прошел, проверил. Тут больше делать нечего. Шабаш. Короче, голяк тут. Все. Буду возвращаться потихоньку, не спеша. Может, где-то еще будет. Если нет, так утреннюю чагу возьму. Там еще примерно 2 километра мне идти. Пойду. Килограмм 5, наверное, уже набрал. Плохой. Ну, пока так. Какая-то дырка здесь. Лоси. Здесь, блядь. Фу. Ну нафиг. Друг берлога. Хочется проверить и боязно. Земля просто, наверное, что-то выходит. Тепло какое-то. Фу. Сперва так испугался, если честно. Вон там я чагу взял. Иду, ну, вдоль этой старицы буду идти. А лосиные следы вон оттуда идут, где я снимал вам. Да, это просто, наверное, какое-то тепло какое-то идет, но не берлога. Уф, блин, ну нафиг. Ну, сейчас эти следы вон туда, налево, наверное, пойдут. О,
вон вдоль этой старицы пойдем. Параллельно. Вот я шел глубже по лесу, а потом сейчас уже вдоль старицы. По пути он этот след, блин. Так. Сейчас должны уже вот влево повернуть. Те же следы, что вот вам снимала. Да, вот. Пошли налево. Вон туда. Вот. А тулан меня так и не догнал. Так, он на избу пошел. Ну и фиг с ним, пускай сторожит. Так и брожу, пока ничего не нахожу. О, рябчик. Следы рябчика. Живая душа тут ходит по земле. Первый след куницы сегодняшний. Хорошо видно. Ночной, наверное. Припорошила уже капитально. Не понимаю. Или сюда он прыгнул. Наверное, в это дерево. А, нет, дальше ушел. Вон туда. А, да. Вон туда идет. Угу. Видно. Туда. Отсюда он прыгнул на дерево и сразу от дерева дальше тык-тык-тык и тудым. Так что есть семена. Пусть размножается. К будущему сезону, в этом сезоне у нас все пусто, но вот такие следы. Да, на пустыре чуть-чуть тяжковато идти. Вот здесь уже снова зашел такой ельник. Где-то вот там сторона идет старица, напрямик иду. Вот. Свежий след, хорошие прыжки, между прочим, не маленький. Такой матерый куни, матерая кошка уже, блин. Кошак такой. Вот мои следы. Сегодня он оттуда шел и такой круг большой сделал. Следы собак здесь нету. Осталось не так много уже до избушки. Тулан, значит, за мной не пошел. Вот так. Ладно. Нет, так нет. Тут осталось мне, ну, где-то метров 700, наверное. До чаги, первой чаги. Примерно вот так. Пока пустой. Вот вообще здесь, ну, нету. Деревьев много, на чаги тут вообще нет. Тут больше делать нечего. Самое главное проверил. Больше тянуть сюда не станет. Вот смотрите, ребят. На каждом метре береза. Чаги 0. Во-первых, вспотел. Во-вторых, аппетит-то я нагулял. Сейчас суп надо доесть. А выходил из избы, вообще кушать не хотелось вообще. Аппетита не было. Сейчас нагулял. Тут уже недалеко, чуть-чуть осталось до чаги. Забираю и пойду на избу. Все, больше в этом походе сегодня точно уже на поиск не пойду. Хватит.
Только уже перед тем, как уехать, еще порыбачим. На яйцо половлю. Посижу на льду там в палатке, потому что ветер. Сегодня ветрено. На реке, наверное, тоже там штормит. Надо подсушиться. Спотел. Шел пустой очень много сейчас. Нету. Вот это да. Я, конечно, думал, что тут больше найду. Но нифига тут не оказалось. Ну, от чилы килограмм, наверное, 5-7, может, наберется. Ну, вот здесь вот с этой чагой, наверное, 10 килограмм будет. Можно взвесить там, как придем. И все. Вот так. Штормит сегодня. О, шатает деревья. Деревья высокие. Березняк. Это здесь остров. Вот там старица. Вот так проходит, и здесь тоже старица. А летом как бы вброд не перейти. Здесь вода. Поэтому здесь вообще не ходим. Вот по другому берегу хожу. Первый раз, в общем, за всю жизнь, что я здесь хожу, охочусь, на этом острове первый раз прохожу. Зимой. Не помню даже, чтобы я летом тут ходил. Нет, конечно же.